ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 10:10. Сосногорский суд. Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Жилина. Его обвиняют в нарушении правил дорожных работ, повлекшей по неосторожности смерть 2 человек. Почти год назад, 30 июля 2014 на трассе Ухта-Сосногорск шел ремонт асфальтового полотна. Подсудимый, мастер дорожных работ, решил перенести ремонт одной из ям на следующий день. Как пояснил один из свидетелей, сотрудники БДД, существуют схемы, в соответствии с которыми должны вестись работы и выставляться дорожные знаки. Их утверждение о том, что присутствовали знаки дорожной работы, конечно, мало сказать, что это удивляет, потому что существуют видеозаписи и снимки того, что именно этих дорожных знаков не было. Но, тем не менее, сотрудники утверждают обратное. Подсудимый решил давать показания после всех свидетелей. Их проходит по делу более 20. В первый день приглашено 16 человек. Пришло 3. Представители ГИБДД рассказали, что видели на месте ДТП. Один из них озвучил, что комидорожная компания была обязана оповестить их о начале работ. Но начальник подсудимого считает иначе, ведь они госавтоинспекцию о подобном никогда не предупреждали. Не хочет он, так сказать, особо своего работника-то подставлять. Это видно по его показаниям, поэтому, так сказать, там все такие узловые моменты ему отказывает память. Это не помню, это не припомню. Обычная история. Так как уважительных причин неявки свидетелей нет, то можно было зачитать их показания, данные во время следствия. Но адвокат подсудимого высказался против. Некоторых необходимо допросить. Чтобы не затягивать судебный процесс, будет рассмотрена возможность доставить свидетелей под конвоем. Несмотря на то, что сегодня состоялось второе заседание, вопросов меньше не становится. Потерпевшие собираются подать исковое заявление в отношении ГИБДД. Раз сотрудники знают, что должны были проверять работу дорожников, то почему они этого не делали?